Целью брифинга Леван Микаа назвал озвучивание фундаментальных рисков, которые несет в себе инвестиционное соглашение. Сам он выделяет 3 таких риска. Первый риск, я считаю, что так как мы маленькая республика и у нас рынок маленький, то у нас высокорискованные, так скажем, инвестиции. Да? В маленьких рынках всегда считаются риски большие по инвестициям. А так как это соглашение предусматривает, самое главное, мне кажется, в этом соглашении, это через залог наши земли попадают в залог банкам, которые могут передаваться третьим лицам. И складывается такая ситуация, что фактически под инвестиционный проект закладывается наша земля. Это основной ресурс нашей страны. И это приведет к тому, что фактически инвестор практически ничем не рискует. Потому что, как мы поняли из соглашения, значит, эти проекты будут обеспечены кредитами. Вот свыше 2 миллиардов. Эти кредиты, которыми будут обладать инвестор, под гарантией нашей земли, значит, участков земли, фактически попадают третьим лицам через банки. Я считаю, что наша земля, которая вообще не может быть предметом залога, да, по нашей Конституции, она в этом соглашении, которое является выше нашего национального законодательства, она, попадая инвесторам, соответственно, попадая в залог банка, может передаваться третьим лицам. Вот в этом, мне кажется, одна из основных опасностей для нашего, значит, для нашей экономики и суверенитета. Внешние инвестиции представляют опасность для местных предпринимателей. Это Леван Микаа считает вторым риском соглашения. Со временем, значит, могут быть наши национальные компании вытеснены с рынка. Это вот экономическая сторона, мне кажется, очень серьезная, которую мы попытаемся, значит, сегодня раскрыть. И третье, это, я бы сказал, так скажем, асимметричных отношениях Абхазии, Республики Абхазия и тех, значит, компаний, иностранных компаний, которые попадают в Абхазию, да, с такими привилегиями, о которых я говорил выше. Почему становится опасной для маленькой республики такие асимметричные отношения? Потому что крупные компании, которые там обладают, есть такие крупные компании, где несколько сот тысяч людей работает, да, в которых, значит, там служба безопасности больше, например, чем наши СГБ. Вот такие огромные компании иностранные, которым мы предоставляем как ресурс нашу землю, наши ресурсы, они становятся для такой небольшой республики, как наша, опасными. Потому что со временем, как мы знаем, у таких крупных компаний всегда появляются лоббисты, они начинают влиять на политику, на внутреннюю политику. И поэтому за такими опасностями, которые мы видим, да, в будущем, кроется потеря суверенитета и влияние иностранных компаний на будущее Абхазии. Юрист Саид Гизердава отметил, что у народа есть обоснованный страх отчуждения земли, несмотря на защитные механизмы, которые содержатся в абхазском законодательстве. Если проанализировать, значительная часть положений этого инвестсоглашения, она посвящена именно вопросам, связанным с землей.
То есть вот есть определены целая группа сфер, сфер экономики, в которых будут осуществляться инвестиции. Практически 90% этих сфер связано либо с сельскохозяйственным, либо не сельскохозяйственным использованием земель в Республике Абхазия. И да, мы можем сказать, это международное соглашение, оно как бы перекрывает те правила и принципы, которые закреплены в нашем законодательстве. Да? У нас вдруг иностранный инвестор может превратиться в крупнейшего землепользователя. Учитывая то, что этот инвестор будет возводить объекты капитального строительства и получать под землепользование значительные участки земли, то можно представить себе ситуацию, когда фактически инвесторы будут бессрочно пользоваться существенными земельными наделами, существенными территориями. По мнению Саида Гизердава, коммерческая эксплуатация земель не ограничена. Любой участок может быть отдан под коммерцию инвестору. У нас наш земельный кодекс, он допускает для иностранных, не допускает для, скажем, иностранных инвесторов, исключительно в том виде, в котором они прописаны в инвестиционном соглашении, для иностранных юридических лиц не предполагает землепользование. Землепользование у нас предназначено только лишь для абхазских юридических лиц с иностранным участием. Видите, это такая небольшая норма, она такое серьезное препятствие создает для инвестора. Но в связи, если пройдет эта ратификация, то, соответственно, у нас это положение не будет, этот защитный механизм не будет работать. И совершенно верно было сказано относительно того, что объекты, да, мы знаем, что у нас все недвижимое имущество, оно такое двухсоставное. Есть основной, главный объект, это недвижимость, да, там какие-то здания, строения и так далее. А земля — это всегда принадлежность, это то, что следует судьбе недвижимости. Соответственно, данное соглашение инвестиционное, оно предполагает возможность отчуждения этой недвижимости в форме залога, соответственно, автоматически, и может даже за бесценок, поскольку земля не подлежит оценке, земля будет автоматически следовать и участвовать де-факто в сделках. Данное соглашение выводит крупный иностранный капитал из-под юрисдикции Республики Абхазия, считает Ахра Аристава. По его мнению, крупный иностранный предприниматель, обладающий капиталом более 2 миллиардов рублей, будет работать в максимально льготных условиях, пока иные бизнесмены осуществляют свою деятельность на общих основаниях. Немаловажно, что за каждым инвестором будет стоять российский банк, отмечает Аристава. В чем угроза? Угроза в том, что наш национальный банк не сможет оказать никакой поддержки нашим предпринимателям через коммерческие банки, так как у него нет достаточно капитала. Эта проблема у нас фактически приобрела острый, я бы даже сказал, критический характер. Я полностью согласен с Ливаном Мика, Саидом Гизердава. Последствия будут, нужно сказать, очень печальные для нашего не только бизнеса, но и для нашего государства. Если предприниматель, давайте выстроим цепочку. Предприниматель российский приходит с капиталом, например, Ткачев, строит отель, там, по-моему, более 2500 номеров, если память мне не изменяет, в Пицунде, совершенно новый. И теперь все остальные наши предприниматели, которые имеют отели, от Гудауты до Цандрыпша, для того, чтобы конкурировать, должны будут брать кредиты, модернизировать эти отели, соответствовать, бороться за клиента. Иначе клиенты перейдут в новые отели, и получается у нас банковская наша система этими капиталами не обладает. На сегодняшний день дефицит кредитного капитала превышает 20 миллиардов рублей, сообщил экономист. Он считает этот дефицит искусственным.
Я хочу напомнить, что Республика Абхазия ради дружбы с Россией, это и знак большого доверия к России, добровольно использует российский рубль. Был подписан договор с Россией. И единственный раз, когда приходил кредит, это не подарок, это кредит на наш национальный банк. Это был 2009 год. В 2019 году этот кредит был вовремя возвращен со всеми процентами. И уже с 2020 года ныне действующая исполнительная власть этим вопросом притока денег в наш национальный банк, для того, чтобы наш национальный банк кредитовал предпринимателей Республики Абхазия, не решен. Что уже мы имеем сейчас? Мы сейчас имеем ситуацию. 2020 года дефицит банковского капитала привел к тому, что наши предприятия не могут обеспечить существенный рост производства собственной продукции. Уже без этого соглашения наши предприниматели находятся в тяжелом положении. Я хочу напомнить, что в 2020 году производство собственной продукции было 7 миллиардов, там около 100 миллионов, 150. В прошлом году производство собственной продукции у нас зафиксировано 7 миллиардов 600 миллионов. То есть, понятно, что 7 миллиардов сейчас и 7 миллиардов 5 лет назад это совершенно разные суммы по покупательной способности. Из этого получается ситуация такая, что нет кредита. Нет, для производителей кредиты нужны длинные, с низким процентом. Национальный банк, кроме как в России, брать рубли негде, так как хозяин валюты Российская Федерация. И этим вопросом исполнительная власть не занималась. И мы получили уже ситуацию, которую, я считаю, что правильную оценку дал глава государства, что мы не можем, или нам будет очень тяжело перейти на самофинансирование оплаты труда в бюджетной сфере. То есть он дал оценку своей фактически работе за 5 лет. И этому есть причины. Когда ты не производишь собственную продукцию, что мы получили за эти 5 лет? Мы получили огромный приток туристов в связи с ситуацией вокруг Украины. Денежный оборот в стране увеличился почти в 4 раза. То есть, но эти деньги, ясно, что их привозят туристы, и они тут же уходят из страны. То есть страна не зарабатывает. Вот что мы получили. У нас импорт увеличился в 2,5 раза. Он, я думаю, достигнет 40 миллиардов рублей. Отток денег в прошлом году из страны зафиксирован Национальным банком 72 миллиарда 800 миллионов рублей. И мы ушли в минус. Хочу напомнить, что у нас был положительный платежный баланс страны в 2020 году. Вот к чему приводит ситуация, когда не слышат председателя Нацбанка. Председатель Нацбанка многократно, громогласно и в парламенте, и на совещании у главы государства заявлял, что у нас недостаточно средств в нашем национальном банке. Я хочу, пользуясь случаем, обратиться к коллегам моим, экономистам, которые тоже участвуют в обсуждении инвестиционного соглашения, все-таки принимать во внимание положение нашего Национального банка. По словам Эшсоа Какалия, это соглашение просто очередное в цепочке не учитывающих интересы абхазского народа документов, инициированных действующей властью. Как вам известно, этот проект рассматривался в парламенте, обсуждался в парламенте, в него внесено было около 20 поправок, и ни одна из этих поправок не удовлетворила разработчиков проекта, которые находятся за территорией Абхазии. Официальной информации, кто эти люди, у нас нет, но по той вот информации, которая у нас есть сегодня в интернете, которую мы получаем, так скажем, из уст в уста, не удовлетворила это Монтера Групп, принадлежащую экс-губернатору Краснодарского края.
Вот примерно вот такое положение вещей. Вот с чем мы очередной раз столкнулись. Все это делается на фоне абсолютной закрытости власти. Вы все прекрасно видите забор, который возвели, те препятствия, которые чинит исполнительная власть для того, чтобы обсуждения в парламенте прошли открыто. Чего уж тут говорить, вот вам яркое доказательство. Сегодня, брифинг сегодняшний был анонсирован предварительно, были приглашены все СМИ, как вы видите, государственного телевидения здесь сегодня нет. Вот в таких условиях наша исполнительная власть во главе с президентом пытается продавить и навязать абхазскому обществу, абхазскому народу очередное антинародное соглашение. Лично я склонен между этим соглашением и проектом закона об апартаментах поставить знак равенства. Уже практически все представители оппозиции в стране высказались против ратификации инвестиционного соглашения. Элеонора Гилаян, Сасрыку Агуха, Инала Гуха, Абаза ТВ.